В администрации главы Ингушетии состоялось вручение государственных наград. Участникам церемонии вручили региональные и федеральные награды, благодарности и почетные грамоты президента Российской Федерации, высокие звания работников культуры и спорта, медицины и юриспруденции и образования. Среди награждаемых были также спасатели, работники администрации главы Ингушетии, министерств и ведомств. Специалисты филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго начали капитальный ремонт подстанции Слепцовская, 35 в Сунже. Программой технического обслуживания и ремонта на эти цели предусмотрено 22 миллиона 370 тысяч рублей. Энергетики заменят 3 выключателя на новые российские аналоги. По словам специалистов, это повысит надежность электроснабжения. Подстанция Слепцовская обеспечивает электроэнергией часть Сунжи, центральную районную больницу и коммунальные предприятия. С 1 по 5 августа в Ингушетии пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум «Торгим-2025». Около 200 молодых людей со всей страны соберутся в Республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи». Работу форума организуют по 4 направлениям – молодежный туризм, молодежное предпринимательство, патриотическое воспитание и технологии будущего. Также участники смогут представить свои проекты в 18 номинациях и выиграть до 500 тысяч рублей. 14 июня в Арамхи состоится открытие туристического сезона. Начало мероприятия в 10 часов. Гости смогут принять участие в турнирах по плаванию и армрестлингу, а также стрельбе из лука, в кулинарных мастер-классах, посетить ярмарку ремесел и фотозоны. На мероприятии также состоится награждение лучших работников сферы туризма. Завершится открытие праздничным салютом на фоне гор. В Сунже по улице Дзейтова на территории предприятия «Сунжебетон» произошло возгорание. Пожар охватил подсобное помещение общей площадью около 100 квадратных метров. Возгорание произошло утром. На тушение пожара были привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия, 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Жертв и пострадавших нет, причины происшедшего устанавливаются. Закон об установлении критериев качества биологически активных добавок принят Госдумой и подписан президентом. Согласно документу, уже с 1 сентября текущего года критерии качества БАДов, а также особенности их применения и регистрации установит правительство. Добавки нельзя будет изготавливать с использованием опасных для здоровья веществ. Также появится перечень БАДов и показаний к их применению. Медицинские работники смогут назначать биологически активные добавки, которые зарегистрированы и отвечают требованиям качества и безопасности. Сайты с информацией о запрещенных продажи БАДах будут блокироваться быстрее, без суда. В российских школах с сентября этого года начнут действовать единые нормативы по объему домашнего задания. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Ограничения установлены в рамках федеральных образовательных программ, утвержденных новым законом. Помимо объема домашней работы ограничено также количество контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные. Они не должны превышать 10% от общего количества уроков по предмету.